В рамках национального проекта развития физической культуры и спорта в Инте прошли республиканские соревнования по хоккею «Кубок Приполярья» в зачет спартакиады «Старшее поколение». Этот турнир стал настоящим праздником для любителей хоккея и является одним из самых представительных и авторитетных соревнований среди ветеранских команд КОМИ, которые ежегодно демонстрируют не только отличную технику и мастерство, но и сплоченность и поддержку друг друга на льду. Участники соревнований выкладывались на полную, показывая, что возраст – это не помеха для любви к хоккею. В этом году в турнире регионального уровня приняли участие 4 ледовые дружины. Приехали спортсмены из Сыктывкара, Усинска и Ухты. Инту представлял хоккейный клуб «20 век». Команды у нас разнообразные, представители и муниципальных учреждений, и правоохранительных органов, и коммерческих организаций, и нефтяной и газовой промышленности. То есть, в общем, полный спектр специальностей. Люди любят хоккей, занимаются, кто профессионально занимался, кто недавно стал, относительно недавно, кто в молодости занимался спортом. Хоккей – это спорт коллективный, игровой, получение эмоций на играх, на тренировках, дает позитивный заряд на работу и вообще на отношение к жизни. Здесь также показывается сплоченность, коллективизм, это чувство локтя, это очень хорошо. Своей командой приехали Ухта-Нефтегаз, который выступаем в городе Ухта, на чемпионате города. Боевой состав, приехали только за победой, понятное дело. А турнир значимый, всегда на него очень рады приезжать на интинском льду, покататься с ребятами, со всеми увидеться. Конечно, очень значимый. В Инту приезжаю при первой возможности. Здесь еще мама, отец находится. И так всегда заезжаю на турниры. И ездим в другие города, за Инту играем. Вот в Вологде были недавно, с 4 по 6 апреля. Всегда с радостью, что здесь все друзья, всегда приятно приезжать, хорошая атмосфера. Кубок Приполярья тоже традиция, он уже много лет идет подряд. И многие команды рассматривают его как этап подготовки к Сочи. Также раньше интинской командой мы всегда ездили. Хороший турнир, хорошая организация. Соревнования проходили 2 дня в корте имени Виктора Жлуктова спортивной школы «Интинская». Первыми на лед вышли хозяева льда – хоккейный клуб «20 век» в белой форме и спортсмены из Ухты, команда «Ухта-Нефтегаз» в синей. Всегда готовы играть, и отдельно-то, конечно, не готовились, но в городе играем своей командой, готовимся, конечно. В городе у себя играем в Ухте, ночная лига у нас проходит еще, мы, в принципе, тоже много игроков с этой команды. Обычно приезжаем сюда, подготовка к Сочи, к ночной лиге, но в этом году немножко нас не взяли, и все равно рады здесь поиграть. Инта – это мой родной город, я здесь родился и начал играть в хоккей. И даже тренировал здесь ребят. Поэтому хочется приехать и поиграть. А то, что ребят профессии у нас тут, начиная от адвоката и кончая хирургом в поликлинике нашей. Есть врачи в горбольнице, а остальные есть бизнесмены. Есть простые работяги, операторы Лукойла и так далее. Поэтому есть замначальника Ухта-Нефтегаза, играет, 87-й номер, Денис Суворов, замначальника Ухта-Нефтегаза этой команды. Приезжим спортсменам не удалось пробить ворота соперников. Первый период закончился со счетом 2-0 в пользу хозяев льда. Вторую 20-минутку хоккеисты сыграли в ничью, счет остался неизменным. Конечно, чтобы показывать какой-то результат, необходимы тренировки. Тренируемся данным составом 3 раза в неделю, вечернее время, после работы, конечно. Турнир этот у нас заключительный в сезоне, поэтому он накладывает определенный отпечаток, то есть как вообще команда прошла сезон, как она готова, как она тренировалась.
турнир чем и хорош, то что приезжают сильнейшие команды 40+ возрастной категории. Это в республике один-единственный турнир в этой категории, который проводится на таком уровне высоком. Тем более приезжают все самые сильные команды, которые есть в республике. То есть призовые места в этом турнире показывают уровень хоккея в каком-то регионе, муниципалитете. Ухтинцам не удалось избежать сухого поражения. Хозяева площадки действовали энергично и сумели забросить в ворота соперников 3 безответных шайбы. Любая первая игра в турнире оставляет отпечаток ответственности. Как говорится, начнешь, так и турнир и пройдет. Но первая игра с командой Ухтой – это традиционный наш сильный соперник. Настраивались, конечно, на победу. Но везение, немножко везения нам улыбнулось в этот день. Мы победили. Команда Ухты, конечно, с поезда приехала. Тоже им отдать должное. Но, думаю, вкатятся и покажут хороший хоккей. Хотя сегодня у нас отличился Ваня Козлов, вратарь. Просто сыграл великолепно. Ну и, конечно, у нас оборона. Забили, нападение это тоже, конечно, отличилось, но главное, мы на 0 сыграли, это показатель большой. Турнир скоротечный, следующая игра у нас уже вечером сегодня. Тоже команда Гера, она играет на ночную лигу, состав сыгранный. Придется тоже приложить усилия. Надеемся, стартовали мы хорошо в этом турнире. Думаю, продолжим и надеемся на призовое место. Потому что в прошлом году мы, к сожалению, последние годы даже выступаем не очень. В призерах, конечно, но на первое место нам тяжело претендовать. Соперники очень сильные. В этом году и Сыктывкар приехал 3 пятерками, полным составом, которым играет на 40+ на ночную лигу. Очень серьезная команда. И хорошо то, что мы так стартовали с 2 очков. Это очень хорошо. За 2 дня на Интинском льду было сыграно 6 матчей. Ветераны-хоккеисты показали высокий уровень мастерства и порадовали любителей этого вида спорта захватывающими и динамичными играми. Хоккеисты и зрители с удовольствием провели выходные дни. Мы вообще все вот эти команды в основном участвуют, основной у нас турнир это происходит, начиная хоккейная лига 40+. То есть мы в основном все там и встречаемся, мы весь сезон играем. Ну, конечно, тренируемся, у каждого в своем городе, каждый на своем льду. Есть тренера, есть, скажем так, игроки. Пытаемся все-таки держать форму. Ну, я говорю еще раз, это турнир закрывающий сезон. И как бы к нему мы уже приходим таким немного усталые, немного уже с багажом опыта. И как бы нам интересно поучаствовать всегда в нем, потому что он, как бы, я говорю, любой турнир это соревнование, а как бы любой спортсмен соревнования любит. И для чего заниматься спортом, если не участвовать в соревнованиях? Расширенную программу «Время спорта» о прошедшем в Инте республиканском турнире по хоккею Кубок Приполярья в зачет спартакиады «Старшее поколение» смотрите в одном из эфиров 5 канала.